Ну и сегодня в нашу студию мы пригласили музыканта, рэпера Исмаила. Сам он родом из Таджикистана. В Москву приехал, чтобы записать музыкальный альбом. Исмаил, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы сами-то относитесь к слову «гастарбайтер»? Конечно, это очень довольно-таки обидное слово, но слава богу, что ко мне это не относится, потому что первая моя цель – это не зарабатывание денег, это главная моя цель – это вообще как-то раскрыться, так как Москва, сама Россия – это страна возможностей, так как в Москве я могу по своей специальности, музыкальной специальности, очень многому научиться, именно из-за этого я и прилетаю сюда. Сейчас слово «гастарбайтер» – это практически такое же обидное слово, как и когда-то называли афроамериканцев в Америке. Их назвали нигерами, то есть рабами. Для меня это слово имеет точно такой же синоним, и для меня оно обидно. Скажите, вот выдворение мигрантов сейчас Госдума, вы знаете, да, планирует принять закон о языке. Нужно будет сдавать экзамен всем тем, кто сюда приезжает на работу, сюда я имею в виду, в Россию. Что вы думаете сами на этот счет? Если честно, я за. Я считаю, что каждый человек, который хочет посетить ту или иную страну, он должен непосредственно знать язык этой страны. Он должен знать законы этой страны, правила приличия, как себя вести. И это соответствующая часть его жизни. Потому что если человек не будет знать законов, если человек не будет знать языка, значит, этот человек просто-напросто не сможет объясниться с другим человеком и также будет делать ошибки. А ошибки, как известно, в России, они не прощаются. Вы сами очень хорошо говорите по-русски. Скажите, как часто бываете в Москве, в России? А вы знаете, я с 2001 года бываю в России. Почти каждый год прилетаю на 2-3 месяца, бывает и на полгода. И я до такой степени полюбил эту страну, полюбил Москву, то, что я ее считаю своей второй родиной. И как бы не выводили разные санкции, разные законы, я все равно буду прилетать сюда. Я все равно буду делать свое дело, потому что это моя вторая родина. Я свободный гражданин, и я буду сюда прилетать при любом раскладе. Я люблю эту страну, люблю этот город. Я знаю, что у вас есть песня про Россию и про Таджикистан. Исполните? Без проблем. Песня посвящает дружбе народов. Я не пойму никак эти новые стереотипы. Между нами выросли вдруг каменные глыбы. Теперь начался дележ. Я белый, ты черный, я богатый, ты неимущий. Я русский, ты не русский. Проснись, посмотри в прошлое своей страны. Убедись, что когда-то были одной нацией мы. Ты знаешь, что наши с тобой деды дошли до Берлина, чтобы вместе искоренить все козни нацизма. Мы бывшего Советского Союза, дети, парень, почему-то делаем вид, что этого не знаем. Полный игнор на историю своей страны. Бывшим своим гражданам все вы ненавистью полны. Слишком много вопросов, на которых нет ответа. Этот трек я посвящаю всем бывшим советам. Тем, кто не сломались, тем, кто идут дальше. Тем, кто навсегда остались верны своей чести. Москва не лечит, всего лишь шанс дает. Москва не знает, что впереди меня ждет. Братья по совету, Таджикистан, Россия. Аллах равняет всех и помнит все, что было. Москва не лечит, всего лишь шанс дает. Москва не знает, что впереди меня ждет. Братья по совету, Таджикистан, Россия. Аллах равняет всех и помнит все, что было. В общем, вот такие вот строчки. Спасибо большое, Исмаил. Замечательно совершенно. Благодарю вас за то, что вы сегодня пришли к нам в студию, исполнили песню, ответили на наши вопросы. А нашим телезрителям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был рэпер Исмаил, и он говорил и пел о дружбе Таджикистана и России.